Музыка– это универсальный язык, понятный людям всех культур и национальностей. Конкурс Алисы Гицба уже полюбился зрителям высоким профессиональным уровнем исполнительского мастерства, теплой творческой атмосферой. В прошлые годы участники отмечали замечательно подобранный репертуар музыкантов и отличную работу оргкомитета. Конкурс стал важным этапом профессионального пути тех, кто представлял на его площадках свое творчество. Символично, что проведение пресс-конференции совпало с Днем международного признания независимости Абхазии. Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что проведение таких конкурсов мы всегда поддерживали посольство и будем поддерживать, потому что оно еще раз подтверждает нашим культурным отношениям, вообще нашим отношениям между Россией и Абхазией. Они сегодня на довольно высоком, таком, можно сказать, уже из союзнического, стратегического отношения, они превращаются в братское отношение. Третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицба в этом году пройдет в формате творческой лаборатории. Команда конкурса, его партнеры и единомышленники определяют для себя форму современной музыкальной лаборатории в первую очередь как мощный социальный фактор межкультурного диалога. Общение в рамках конкурса всегда базировалось на принципах межкультурного обмена, а также межнационального и межличностного диалога. Образовательные мероприятия, мастер-классы, представляемые лабораторией направлены не только на обучение, но и на обмен социальным, творческим и духовным опытом, который рождает новые совместные творческие продукты. В этом заключается ценность конкурса лаборатории как формата поликультурного диалога. В октябре 2022 года конкурс назывался еще вокальным международным конкурсом и проходил локально только в Сухуми, в Абхазии. В 2023 году возникла мысль немножечко расширить конкурс, и связано это было с тем, что как раз была такая важная дата 15-летия признания независимости Абхазии, и возникло вот такое спонтанное, можно сказать, решение провести этот конкурс в двух столицах. Это Москва, второй тур, и третий тур в Сухуми. А далее получилось так, что наш проект стал развиваться и превратился уже из просто музыкального конкурса в лабораторию. До 30 сентября будет проходить первый этап конкурса. Будут приниматься заявки на участие. По итогам отберут участников второго этапа, который пройдет в Москве и откроется гала-концертом 16 октября в Малом зале Московской консерватории. С 17 по 20 октября в концертном зале Ирины Архиповой состоится второй тур конкурса. 17 числа состоится жеребьевка, и весь день будет посвящен проведению мастер-классов, лекций и семинаров. С 18 по 20 октября будут слушать участников второго тура. Те, кто выйдут в третий тур, приедут в Абхазию на третий этап, который состоится с 28 по 30 октября. Уже 31 октября пройдет церемония вручения премий и наград победителям. 1 ноября участники конкурса выступят в Пицунском храме, и с января по июнь будут проходить гала-концерты с участием победителей в городах России и Абхазии. Всего ожидается участие около 500 музыкантов. Нам интересно сделать так, чтобы в октябре месяце наша культурная жизнь не затихала. И чтобы октябрь это был уже отправной точкой, чтобы все уже знали, что октябрь – это конкурс. Поэтому мы всегда стараемся сделать так, чтобы конкурс проходил именно в октябре. То есть там уже может двигаться, конечно, дата. И основной упор мы делаем, опять же, на то, что количество участников из Абхазии должно из года в год вырастать, потому что в Абхазии очень высок интерес именно к вокальному искусству. У нас есть прекрасное музыкальное училище, выпускники которого поступают в лучшие вузы страны. И мы очень хотели бы услышать их тоже в нашем конкурсе, чтобы они поделились с нами своим творчеством и чему-то, может быть, новому научились. Во-первых, мы, конечно, с удовольствием следим за тем, кто все-таки победит на этом конкурсе, для того, чтобы из корыстных побуждений в дальнейшем кого-то взять к себе на работу. Самое важное – это, наверное, сам конкурс, это отбор участников, потому что это очень ответственно и, на самом деле, очень волнительно. Каждый раз, когда мы отбираем, не ошибиться, все сделать правильно.
И, конечно, мастер-класс, где все, что я знаю, я передаю молодежи с огромным удовольствием. В ходе пресс-конференции была презентована программа лабораторий, где были заявлены правила участия, темы мастер-классов, которые состоятся уже этой осенью в рамках первого этапа проекта. Также презентована программа концерта, который откроет лабораторию в октябре. Динара Гудиевна прислала письмо приветственное. Если позволите, я зачитаю некоторые выдержки. Уважаемая Алиса Шалвовна, 3-й год в Республике Абхазия проходит ваш музыкальный конкурс, который в этом году стал для многих мероприятием, расширяющим границы диалога всех, кому дорога классическая музыка, приняв форму лаборатории. Международная музыкальная лаборатория позволит выявить яркие таланты как среди российских, так и среди абхазских музыкантов. В составе экспертов и жюри проекта выдающиеся деятели культуры и искусства. Участники видеомоста отмечали значимость проекта в совершенствовании таланта и оттачивании мастерства. И я поняла, что мне очень хочется до ваших участников, особенно вот тех, которые будут представлять Россию и другие страны-участники конкурса, донести до них, что такое Абхазия. То есть немножко, конечно, всегда в Абхазии складывается такое стереотипное представление. Да, скажем, это всегда про красивые горы, ласковое море, знойное солнце и гостеприимство. Но мне хотелось бы, чтобы участники лаборатории узнали про Абхазию с другой стороны, узнали, какова древнейшая история этой страны, каков ее уникальный язык, какой самобытный фольклор, какой сложный этикет, какие своеобразные обычаи. То есть вот этот новый взгляд на Абхазию для участников музыкальной лаборатории мне, как для педагога и для как приглашенного спикера, будет, наверное, приоритетным. Если провести такую статистику с 2022 года, участников и заявителей на первом конкурсе было 53, если не ошибаюсь. В 2023 году на втором конкурсе уже было более 88. Я, во-первых, хочу поблагодарить от имени оркестра и от своего имени нашу диву Алису Гизба за преданность абхазской культуре и патриотизм, несмотря на ее бурную деятельность в Москве и во всей Российской Федерации. Она основную большую часть своей жизни проводит, естественно, в России, но при первой же возможности в проектах абхазских она всегда подключает абхазский оркестр и абхазских музыкантов. Это для нас очень значимо. На помощь Воронежский академический симфонический оркестр, великолепный оркестр. Они докомплектуют наш абхазский оркестр, и мы вместе дадим финальный аккорд на гала-концерте. Это очень важный момент конкурса. Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Республики Абхазия. Генеральным партнером, как и в предыдущие годы, выступит компания «Атом Энергосбыт». Шазина Ханагу, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.